Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это просто по цифрам. Насколько сильно она обострила проблему социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира. Для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит. Везде одно и то же. Но и для России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране. Средняя продолжительность жизни в России составила 78. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования. И нужно их использовать только вовремя. И в том объеме, который необходим для и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. В идеологической ситуации расширить программу диспансеризации и поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях. Сделаем все, чтобы для молодого поколения России было открыто как можно больше возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, начинается в школе. Она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным. В рамках уже действующей федеральной программы и с учетом ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 года построим еще не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше 1 миллиона ребят. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки, технологий, литературы и искусства. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое, просто удивительно.